общественная организация «Русская община Республики Саха-Якутия», Подголов Александр Григорьевич. Как я уже до этого сказал, я выпускник школы номер 7. Ну и кроме этого, чтобы на вас еще говорить, какой я легендарный, я заслуженный работник образования Республики Саха-Якутия, почетный профессор Эдмонтонского университета Канады и почетный гражданин города Темекула, штат Калифорния, США. Хватит? Ну, я хочу сразу же вас поблагодарить за то, что благодаря Людмиле Дмитриевне вы согласились прийти и поддержать наш проект, который называется «Русско-якутский детский альманах». Это грант главы нашей республики Александра Сергеевича Николаева, который выделила русская община. И вы будете первооткрывателями, тех, кто нам поможет осуществлять этот проект в жизни. Сегодняшняя встреча будет посвящена народному поэту или поэтессе, народному поэту нашей республики Наталье Ивановне Харлампиевой, которая тоже согласилась поддержать наш проект. Она расскажет о своем творчестве, о своем отношении к литературе. Я надеюсь, что вы будете активно участвовать и будете отвечать, то есть задавать. У вас есть шикарная возможность задавать вопросы, а не отвечать на них. Как правило, вы вас сейчас все время отвечаете, а сейчас вы можете задавать, и Наталья Ивановна будет отвечать на эти вопросы. Кроме этого, я надеюсь, что вы будете активными участниками нашего проекта, потому что в течение года мы будем рассказывать и встречаться и о русских писателях, и о якутских писателях и поэтах, которые писали для детей и юношества. Поэтому, как ваш однокашник, у меня на вас большие надежды, что вы поддержите наш проект. Договорились? И сегодня я уже Наталья Ивановна похвастался, что в 7-й школе, как правило, учатся ярчайшие и лучшие представители города Якутска. Поэтому вы должны сегодня доказать и подтвердить то, что я уже какой-то аванс дал. Поэтому я закончу на этом, и слово я предоставляю подарочному предложению. Микрофон Наталья Ивановна Харлампиевой. Добрый день, уважаемые гости наши. Поскольку вы пришли послушать поэта, поэзию, я очень рада, что вы все-таки пришли на эту встречу, потому что сегодня поэзией, ну, скажем так, мало кто интересуется. И я хочу поблагодарить русскую общину в лице Александра Григорьевича за то, что он задумал такой интересный проект, поскольку литературой, пропагандой литературы, в общем-то, сейчас мало кто занимается. И очень замечательно, что этот проект выиграл грант президента, и я думаю, что мы в течение года еще не раз будем встречаться и сотрудничать. Я тоже училась в городе Якутске, в школе номер 20. Это школа сайсарская, она была наполовину якутская, наполовину русская в то время, когда я училась. И, ну, в общем-то, я тоже городской ученик, будем так говорить. И у нас была учительница литературы, может, вот кто-то из преподавателей еще ее помнит, Евдокия Петровна Бубякина из династии педагогов Бубякиных. Она нам преподавала русский язык и литературу. И ее уроки были настолько интересно, настолько увлекательно, что вот я где-то в 5 классе уже начала понимать, что я, наверное, буду потом когда-то, ну, если не заниматься литературой, то где-то близко очень буду стоять к литературе. Поэтому, конечно, в школе закладываются все интересы, в школе закладывается, в общем-то, вся ваша будущая жизнь. Но сейчас вы так не думаете, конечно. Вам кажется, что настоящая жизнь там где-то впереди, после окончания школы, но это совсем не так.
так. Настоящая жизнь как раз закладывается сейчас в школе. И Евдокия Петровна нам всегда говорила, каждый интеллигентный человек должен знать хотя бы 3 стихотворения наизусть. Почему она выбрала эту цифру 3, я не знаю. И, мы про себя, конечно, усмехались, думали, как это можно таким образом оценить интеллигентность человека. Но она где-то была права, поскольку тот человек, который любит поэзию, читает поэзию, знает стихи наизусть, он в любом обществе будет востребован, он будет нужен, и он будет понят другими людьми. Поскольку поэзия, она всегда приподнимает человека над обыденной жизнью и помогает понять какие-то философские истины. Вот вы сейчас, наверное, все уже в школе проходили произведение Пушкина, и он вам кажется абсолютно неинтересным, и все у него там, начиная от сказок, кончая Евгением Онегиным, вам все известно и не очень-то. Вы, наверное, сейчас просто заходите в интернет и прочитываете краткое содержание произведения, и этим довольствуетесь, скорее всего, так. Но на самом деле Пушкин настолько интересен и настолько велик, что его нужно изучать всю жизнь. И вот поэтому сегодняшнюю встречу я хочу начать с нескольких стихов Александра Пушкина, чтобы вы поняли, что тот Пушкин хрестоматийный, которого вы изучаете в школе, если продвинуться туда глубже, он гораздо интересней и увлекательнее, и, возможно, он может вам что-то поможет, что-то понять в жизни. Ну, как вы помните, наверное, Пушкин перед женитьбой на Наталье Гончаровой в шутку составил донжуанский список. И в этом списке у него было указано 100 его, подруг, скажем так, да, и он писал, что 101-я его любовь – это Наталья Гончарова. И при этом он имена некоторых не раскрывал. И больше всего литературоведов вот на протяжении 2 веков интересуют там списки женщина, девушка, обозначенная 2 буквами НН. И существует даже термин «утаенная любовь Пушкина». То есть кого он спрятал за этими буквами и не захотел раскрыть ее настоящее имя. И труды вот такие посвящены этой утаенной любви Пушкина. Кто же она была? Кто-то говорит, что это была жена губернатора Воронцова, когда он отправил свою жену в ссылку, Екатерина Воронцова, графиня. Кто-то говорит, что это была Мария Раевская, впоследствии вышедшая замуж за декабриста Волконского и приехавшего в Иркутскую область ссылку вслед за мужем. Ну, вы можете просто даже прогуглить, и вы увидите сотни книг, посвященных этой теме. Есть один очень именитый пушкиновед Щеголев. Так вот, он предполагает, что я склоняюсь к этой версии, а вы можете выбрать любую версию, когда прочитаете хотя бы одну статью, что это все-таки утаенная любовь Пушкина была Мария Раевская, Волконская. И есть поэма «Полтава», которая вас, наверное, не очень сильно заинтересует в свете современных, сегодняшних наших интересов. Но там есть небольшое посвящение. И все считают, и вот Щеголев считает, что это посвящение именно Марии Раевской. Я не помню все, но могу прочесть вот это посвящение. Вы сами почувствуете, что поэзия Пушкин настолько увлекательные вещи, что можно идти туда дальше, вглубь, и находить такие интересные вещи, которые, имеют отношение к сегодняшней нашей жизни и не имеют. Ведь получается иногда так, что кто-то кого-то любит и не хочет об этом говорить, и жизнь проходит, и люди, не признавшие друг другу, так сказать, остаются просто друзьями, или же была любовь, но эти люди не хотят раскрывать это перед всеми людьми, и что бывают такие вещи, которые нужно где-то утаивать в душе. Так вот, он посвятил
По крайней мере, звуки, бывало милые тебе, и думай, что в одни разлуки моей изменчивой судьбе одна печальная пустыня, последний звук твоих речей, одно сокровище, святыня, одна любовь души моей. Ну, а тут возникают другие пушкиноведы и говорят, а как же Натали, а что он ее не любил? Ну, он, конечно, ее любил, потому и женился, но бывают в жизни вот такие вещи тоже. Ну, я говорю о Пушкине для того, чтобы подготовить вас к разговору в целом о поэзии. И есть такой был такой советский поэт Андрей Дементьев. У него много песен на его стихи, «Лебединая верность», вот ту, которую есть. Ну, это мое поколение, наверное, помнит, вы-то не очень это знаете. И вот у него есть одно замечательное стихотворение о Пушкине, которое, наверное, и вы можете повторить вслед за ним, о жизни Пушкина, о судьбе Пушкина. Я очень люблю эти стихи. И вот когда-то я в молодости выучила их наизусть, и мне скоро 70, я их еще помню. А мне приснился сон, что Пушкин был спасен. А мне приснился сон, что Пушкин был спасен. Его любимый друг дуэль расстроил друг с достоинством и блеском. Дуэль не состоялась, остались боль и ярость, да шум великосветский, что так ему постыл. К несчастью, Соболевский в тот год в Европах жил. А мне приснился сон, что Пушкин был спасен у Троицкого моста. Он встретил Натали, она была в вуале, в серебряной пыли. Он вышел поклониться, сказать, пускай не ждут. К несчастью, Натали была так близорука, что, не узнав супруга, растаяла вдали. А мне приснился сон, что Пушкин был спасен. Под дуло пистолета, не опуская глаз, шагнул вперед Донзас. Что говорил он другу, слышал только лес. К несчастью, пленник чести так поступить не смог, и выстрел прогремел. А мне приснился сон, что Пушкин был спасен. Вот даже если немножко повнимательнее почитать хрестоматийного Пушкина, можно найти какие-то вещи, которые тронут сердце и вашу душу. Ну, я пишу на якутском языке. У меня где-то в общей сложности, наверное, 30 поэтических книг. Мои стихи переведены на многие языки. Отдельными книгами вышли мои стихи на азербайджанском, на татарском, на тувинском языках. И даже я выиграла грант, по которой была издана моя книга в Лондоне на английском языке. Поэтому, кажется, это успех, которым можно было бы гордиться, но дело в том, что если поэта не читают дома, не любят его дома, не понимают его дома, его сородичи, это уже, конечно, становится немножко печально. Но, слава Богу, мои книги раскупаются, продаются, и мой труд, я надеюсь, не пропадет даром. Но, как видите, я человек двуязычный, я пишу и на русском языке. Причем я это начала писать, когда стала заниматься связями литературными русской и якутской литературы. Это очень интересная тема, которой можно заниматься, и тоже находить совершенно новые интересные вещи. И вот эта книга, которую сегодня Александр Григорьевич собирается вам дарить, она называется «Признание в любви», но это книга не о любви кому-то конкретному человеку, это признание в любви к русской литературе. И в этой книге несколько статей, эссе, посвященных тем писателям, которые посещали Якутию, которые писали в Якутии.
которые любили Якутию и которые продолжают и сегодня заниматься якутской литературой, помогать якутским писателям доходить до русского читателя. Это о дружбе писателей, о том, что без понимания, без поддержки никакая национальная литература не может развиваться. Тут вы найдете статьи о том, как здесь побывал Александр Твардовский в свое время, в 1958 году. Вы прочитаете тут эссе о Евгении Евтушенко, который 5 раз сплавлялся по нашим якутским рекам, написал множество стихов, и его знаменитые стихи «Алмазы и слезы». Наверняка вы знаете, хотя бы слышали краем уха. Андрей Вознесенский, который посвятил поэму большую, тоже Якутии, о том, как мамонтенок Дима, найденный где-то на севере, вдруг ожил. Ну, это как бы сегодняшним языком говоря фэнтези, но оно касается именно Якутии. Здесь прослежены связи Анны Ахматовой и Льва Гумилева с Якутией. Я как поэт очень люблю Анну Ахматову и немного занималась ею. Я приехала в Санкт-Петербург и пошла в библиотеку, Государственную российскую библиотеку имени Салтыкова-Щедрина. Там лежит половина архива Анны Ахматовой. И я как-то вот для себя решила просмотреть этот архив. И я же заказала и ждала несколько дней. А то не очень довольная служащая принесла мне этот архив и сказала: что вы тут хотите найти? Вы тут ничего не найдете. Архив Ахматовой перелопачен 1000 раз. Он уже давно в научном обороте. Вы тут ничего интересного не найдете. Но я знала, что я что-то найду, потому что Анна Ахматова в свое время, когда ее совершенно не печатали, она переводила национальных поэтов, в том числе Леонида Попова. 10 стихов якутского поэта Леонида Попова были переведены ею. И я надеялась, что, может быть, я найду какую-то переписку или какие-то следы этой работы. Но к своему удивлению, я нашла совсем не то, что я искала. Я нашла приглашение Анны Ахматовой, направленное правительством в то время республики автономной, Якутской автономной республики, на открытие вечеров культуры и искусства в Москве. И нашла почетную грамоту Верховного Совета Якутской АССР, которой наградили Анну Ахматову. И я была очень довольна этими находками. И те, кто занимается немного наукой и литературоведением, те знают, какой это азарт найти то, что никто до тебя не нашел. Своего рода это тоже как находка какой-то ценного клада. Так что в этой книге все есть. И в этой же книге есть эссе про Иосифа Бродского. И когда я начала читать воспоминания про него, я обнаружила, что он в 59 и 60 году был здесь в экспедиции. А кто такой Иосиф Бродский, вы знаете? Кто-нибудь знает? Поэт, Нобелевский лауреат. Вот он был 2 раза в экспедиции, 1 раз в Южной Якутии, другой раз он был в Усьмайском районе, и он оставил воспоминания такого рода. Он, конечно, оно нам не льстит, честно говоря. Там написано, что в этом страшном городе, ожидая самолета, в этом страшном городе Якутске я забрел книжный магазин и нашел там томик Баратынского, Евгения Баратынского, изданный в библиотеке поэта. Я прочитал его от корки до корки, и тут я понял, чем я должен заниматься в жизни. То есть решение о том, что он будет заниматься поэзией и будет поэтом, он принял в Якутске, и он об этом везде во всех воспоминаниях своих пишет. И когда он уже его вынудили эмигрировать, он подарил фотографию, где он стоит
в аэропорту якутском, в котором я уже никогда не приземлюсь. Так что даже вот в судьбе Нобелевского лауреата, которого знают и почитают во всем мире, наш Якутск все-таки каким-то образом отмечен. Это очень интересно. И у него есть где-то с десяток стихов, написанных именно в Якутске, помечено, что они написаны в Якутске. Так что вот если копнуть поглубже, всегда можно найти то, что каким-то образом ляжет на твою душу и поможет тебе жить, понимать эту жизнь как-то лучше, чем ты до этого понимал. Ну а сейчас, я думаю, я буду читать стихи, а перед этим вот о совершенно новой книге, которая буквально в эти дни пришла в Якутск. Это моя очень серьезная работа. Вы, наверное, знаете, что есть серия «Жизнь замечательных людей», да? И вот в этой серии вышла книга о народном поэте Семене Данилове. Это был наш учитель, который вел нас в литературу. У меня было написано тогда всего, может быть, 20 стихов. И они были напечатаны, и он меня пригласил и разговаривал со мной как с равным. И помогал перевестись на русский язык. Первую подборку он сделал. И ту книгу, которую он рекомендовал для издания на русском языке «Молодой гвардии», она вышла в 80-м году. И вот через 40 лет я написала книгу о своем учителе, о народном поэте Семене Данилове. Эта книга непростая, но загружать вас сильно не буду. Вы, наверное, тоже краем уха хотя бы слышали, что в свое время в 1952 году было издано постановление Якутского обкома партии, которое наших первых основоположников якутской литературы Кулаковского, Сафронова и Неустроева сочли буржуазными националистами, запретили их изучать в школах, в институте, и их книги жгли во дворах школы. Это можете представить, что литература, которая только-только становилась на ноги, она лишалась своих гигантов, которые проложили первый путь. И за восстановление их добрых имен, за то, чтобы они вернулись к своему народу, за то, чтобы они были переведены на русский язык. Вот боролся Семен Данилов и Георгий Прокопьевич Башарин, и многие наши честные и правдивые деятели науки и творческие люди. И поименно их можно назвать, конечно. Это была долгая, длительная борьба за возврат имени первых якутских писателей к своему народу. Это, она литературоведческая в какой-то степени книга, но это книга поэта о поэте. И я думаю, для человека, который хоть немного интересуется якутской литературой, ее интересно будет прочитать. А сейчас стихи. Вы готовьте вопросы. Я вам подала очень много тем, по которым можно задать вопросы. Я думаю, что вы их готовите. Я буду читать на русском языке, потому что я как-то вот так вот прихватила только книгу на русском. Это переводы на русский язык. Перевод национального поэта на русский язык – это очень-очень сложная работа. Надо, чтобы совпало все. Вот кто-то любой тебя не может взять и начать переводить, потому что нужно совпадение какое-то душевного настроя, взгляда на мир и так далее. И у меня, есть книги на русском языке, есть переводы, но не сказать, что я очень-очень была ими довольна. Есть такие проходные переводы, есть неплохие переводы. И я в прошлом году издала совершенно маленькую книжку, я собрала в нее самые лучшие переводы, которые состоялись в моей жизни. И я не могу сказать, что мне не везло с переводчиками. Первую мою книгу перевел Яков Козловский, это очень известное имя. Он переводил Расула Гамзатова, это классический такой переводчик старой русской школы.
Чуть позже меня переводила Лидия Григорьева, это большой русский поэт, в свое время она занималась переводами, сейчас она живет в Лондоне. И вот ее один перевод, который, ну, я считаю, наверное, на 100% совпадает с моим стихотворением на якутском языке. Стихи о любви, я их написала давно, лет 40 назад, может быть. Сон Гагийской степи. Горит костер ночи, в разгаре лета, сижу я головешки вороша, освещена его огнем, согрета, так отчего же печалится душа? Ах, совладать с горячей гулкой кровью я юною сумею ли сама, как молнией незваную любовью озарена вокруг ночная тьма. Любовь огнем нам душу очищает, зачем же сердце бедное дрожит, дух черной злобы мой народ смущает и, опьяняя, головы кружит. О, говорят, есть повод мстить без меры врагам с другого берега реки, там ядом злобы смазывают стрелы, копье вражды касается руки. Я же ребенка глупого искала вчера до ясной ночи при луне, на берегу чужом у Краснотала возник батыр на белом скакуне. Он молча вырос в вивнике прибрежном, под ним, как землю врос прекрасный конь, и взгляд батыра, пристальный и нежный, во мне зажег невиданный огонь. А нынче утром, воздух разрезая, летали стрелы с визгом над рекой, дух смерти хохотал, наш слух терзая, и я навек утратила покой. О, где твой белый конь, батыр прекрасный, где мчится, закусивший у дела, не сможет мне поведать ветер праздный, куда теперь летит твоя стрела? Кто имя назовет твое? И снова увижу ли я тебя на скакуне, я плачу, сидя у костра степного, ах, в незапамятных веках, в глубоком сне. В земле гниют обломки грозных копий, над ними ветра заунывный вой. Я вижу сон степной бескрайней копий, любовь сильней междоусобных войн. Тут можно похлопать. А это стихотворение я написала, наверное, когда была в вашем возрасте, или училась где-то в 10 классе. Ну, я тогда еще и... Ну, это, наверное, были скорее мечты. Но это стихотворение, посвященное женщине, девушке, которая ожидает любимого, утешения. В юге вихрится легриво, или хлещут дожди, своего терпеливо, Нюргун-Батура, жди, жди, что вызволить снова из огня и беды. Знает женщина слово для отвода беды, и в слезах твои очи он увидит сквозь тьму, потому что нет мочи позабыть их ему. Нянчи сына в надежде, на порог выходи, и как женщина прежде, Нюргун-Батура, жди, жди душою измучись, и жди судьбе невукор. Такова наша участь незапамятных пор. Ну, считается, что у каждого творческого человека, у каждого писателя, поэта есть в роду, ну, если не шаманы, то лонхасуты, певцы, потому что дар творческий, он всегда почти передается, ну, где-то на генетическом уровне, генетический код какой-то существует, вероятно. Я в это охотно верю, и вот стихотворение, посвященное этой теме. Мой дед, он хасутом был, в нем все призвание отдавалось, сплелось в стихах, что он любил, и пелось то, о чем мечталось. Соседи слушали его, красивой сказкой увлекомы, и ожидалось от снегов жизнь предков, зрима и знакома. Богатыри сражались в ней и мерились друг с другом силой. Никогда кто был сильней, не обижал больных и хилых. От этой сказки хорошо, всем было необыкновенно. Просили тихо, спой еще, дед снова пел самозабвенно. А между прочим, между тем, в сыром
молодом и старом балагане старуха излилась совсем с утра привычной деду брани. Не приспособлен ни к чему, дед эти выносил укоры и молча двигался в дому, голодные встречая зоры. И проливалось молоко, и тепло, и сытно, и как-то раз он у порога упал в руке, зажавши шапку. На 30 лет пережила его моя бедняжка бабка. Ходила с внуками она на место старого подворья, и гневом все еще полна вновь распалялась вдруг укорах. С колен поднявшись тяжело, она с обидой говорила, а жизнь совсем не ломхо. Ему я сколько раз твердила, когда обратно молча шли, дорогой бабка остывала, и будто видела вдали то, что недавно вспоминала. Была довольна, без затей, словосложение наука не тронула ее детей, искусом не легла на внуков. Ошиблась бабка, как и где, не ведаю, но знаю с детства, то ли к радости, то ли к беде досталось мне его наследство. Ну и еще одно стихотворение. Ну, вы все живете в нашей республике, вы прекрасно знаете о тех спорах исторических и неисторических. Пришли ли якуты сюда, или они жили здесь постоянно, и вообще откуда они родом, пришли из Байкала или с южных степей, вообще, может, откололись от воинства Чингисхана. У каждого якута почти своя версия по происхождению якутского народа. И у меня есть друг Амар Санаул Зутуев, бурятский поэт. Он пишет на русском языке. Мы его приглашали на фестиваль «Благодать большого снега». Но там как бы обязательство такое, что каждый поэт, который посещает этот фестиваль, должен написать стихи про Якутию. Ну, или стихи, или эссе, или какой-то отзыв. И Амар Сана написал прекрасные стихи, и эти стихи называются «Техника поцелуя на вечной мерзлоте». Я не помню эти стихи, но там, значит, есть такие строки, что якуты, как детдомовские дети, вечно ищут своих прародителей, и у них никак не сойдутся корни на ekt.ru. Ну, такое шутливое стихотворение. Наши обиделись и сказали, еще тут бурят пришел и будет нам говорить какие-то вещи, что про наши корни и так далее. Но мне это очень нравится, поскольку действительно это было написано шутливо, во-первых, а во-вторых, действительно эти споры о происхождении якутского народа, вообще этногенез — это дело, конечно, сложное, как складывался народ, и каждый имеет на это свою точку зрения. Ну и я тоже имею свою точку зрения, вот стихотворение. Я тюркского мира, осколок седой, на древние корни мои распростерты, степи Культыгина, где век золотой знаменами блещет, и волк голубой над каждым трепещет со скаленной мордой. Какие несчастья, какая беда, и непоправимые злые печали заставили предков моих навсегда на север уйти, как уходит вода, чужие невообразимые дали, и там за спиной необъятной степи остались светлые волны орала и шепот цепучих песков. Пить, пить, и очи верблюжьи с тоской аксакалов, и от тюркского мира частица одна. Об этом я знаю и соединяю вечные вещи, те письмена на древних камнях, где веков седина о предназначении напоминаю. И от тюркского мира частица одна. Так вот, действительно у нас концы каким-то образом никак не сходятся, но тем не менее народ существует, язык существует, есть литература, есть поэзия, есть много замечательных якутских поэтов, и вообще литература в Якутии развивается на 5 языках: на русском, якутском, эвенском, эвенкийском, юкагирском.
И в свое время очень сильные были поэты, которые писали на русском языке. Ну, среди них, наверное, я могу назвать Сергея Шевкова, прозаики Юрий Шамшурин, Юрий Чертов. Те поэты, которые писали на русском, будучи якутами, это Алексей Михайлов, Сафрон Осипов. Это прекрасная поэзия, в которую стоит окунуться. И вообще, повторяя слова своей учительницы, еще раз хочу вам сказать, читайте поэзию, она вам будет помогать, она вас будет поддерживать в жизни во всех трудных ситуациях, во всех счастливых мгновениях, потому что стихи пишутся и от радости, и от горести, и от счастья, и они охватывают весь внутренний мир человека и его окружение. Но пока все, я жду вашего вопроса. Здравствуйте, меня зовут Кадыр Бексултан, я ученик 11 Б класса 7 школы, президент школы. Вот вы прочитали сейчас 4 своих стихотворения, да? Они были красивые, душевные, спасибо вам, что написали их. И я заметил, в 3 из них упоминается Батыр, Бутур, Богатырь. Это, у меня был вопрос, это связано с чем-либо или просто так смысловое подходило? Ну, я думаю, что тот, кто знаком немножко с ментальностью нашего народа, с верованиями и с историей, тот знает, что наша философия на самом деле это Оламхо. А в Оламхо всегда есть богатыри, которые спасают народ, которые ведут его к счастливой жизни. Это, конечно, эпос, и он может быть где-то наивен, но поэзия, образ богатыря, образ Батра – это образ веры в добро. То есть всегда есть люди, которые поведут тебя к добру и восстановят добро. Поэтому, я думаю, что это не конкретный человек и не придуманный образ. Это образ, который действительно жив в душе человека, якута, саха, который заложен вместе с генетическим кодом его душу. Так же, как и у других народов, скажем, вот богатыри русские, те же, сейчас вот эти мультики идут, хоть они там очень иронично сняты, да, но тем не менее вот эта вот сквозная линия, которая идет, это с богатырями всегда была связана справедливость и добро у всех народов. И, бывают и злые богатыри там из Нижнего мира, но они почти всегда оказываются побежденными или же вовремя укрываются где-то. Так что это мечта, наверное, любого народа иметь как можно больше сильных людей, сильных личностей, которые могли бы постоять за свой народ. Наверное, так можно ответить. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Меня зовут Неустроева Алина. Я хотела бы узнать. Вот как раз-таки за книгу «Признание в любви» вам, насколько я знаю, была присуждена литературная всероссийская премия Антона Дельвига. И можно ли об этом узнать немного поподробнее? Да, эта книга «Признание в любви», она была отмечена на российском уровне. Есть такая премия, которая называется «Золотая литературная всероссийская премия»,
которая называется «Золотой Дельвик». Она учреждена литературной газетой. В то время там главным редактором был Юрий Поляков. Ну, это имя, я думаю, хоть как-то вам известно, прозаик большой. И я ее и не посылала на конкурс, я ее написала, я даже не знаю, как она сложилась, поскольку я про каждого поэта, который мне нравился, которого я достаточно много прочла, изучила, я писала для газет, для журналов, а потом это сложилось в книгу. И когда вышла книга, ну, мы с Юрием Михайловичем знакомы, поскольку я была участницей 7-го всесоюзного совещания молодых писателей, проводили такие совещания в свое время ЦК комсомола и Союз писателей, и там мы с ним познакомились, мы почти одного поколения люди. И вот это вот, немножко уходя от вопроса, вот это вот 7-е всесоюзное совещание сыграло очень большую роль в наших судьбах. Мы до сих пор вместе держимся, те люди, которые познакомились на этом совещании. Мы помогаем друг другу и в издании книг, и в переводах, и тот же Юрий Поляков, та же Лидия Григорьева, Анатолий Пшеничный, ну, многие вот сегодня писатели моего поколения, они были участниками этого совещания. И вот Юрий Поляков, когда я ему подарила эту книгу, он сказал, что это совершенно, ну, пришел в восторг и сказал, это совершенно уникальная книга. Это вообще за нее нужно дать там Пушкинскую премию, потому что это говорит о любви к русской литературе, к русскому языку, и пишет это национальный поэт, это очень многого стоит. И единство нашего государства, может быть, держится только на русском языке. Вот у него была такая мысль, я об этом, ну, друг, там, товарищ, он повосторгался, и на этом мы расстались. А потом, когда я прочла, что вошла туда в лонг-лист этой большой премии, то я немножко была удивлена, но, честно говоря, я не думала, что получу эту премию. Но я ее получила, и, конечно, была очень рада, поскольку я действительно считаю, что отношение к русскому языку, отношение к русской литературе, я сама, будучи национальным писателем, я считаю, что вот это очень важный вопрос, который, может быть, это вопрос даже нашей безопасности страны, поскольку если мы не будем знать русского языка, то мы перестанем где-то понимать друг друга. Поэтому это для меня лично очень важно. И я не писала эту книгу ради того, чтобы получить там какую-то премию. Она сама сложилась, и я очень рада, что ее правильно оценили. Очень приятно, что знает про Золотого Дельвика, потому что мы в августе месяце проводили, добавлю, я тоже для себя открыл, представляете, на 6-м десятке поэтов Дельвика, друга Пушкина. Да, вот у нас русская... Он основатель газеты литературной, поэтому они учредили премию Дельвига, и ее финансирует Транснефть, кстати. Да, вот русский поэтический календарь у нас тоже был грант, а там был Дельвик. Кстати, ваши девочки участвовали из вашего класса в нашем проекте. Ну, не Дельвик, а других. Да, молодой человек. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Я Яхонтов Виктор. И многие ваши стихотворения были переведены на русский язык, а также вы пишете на якутском и на русском. И мне интересно, насколько прочна связь между русской и якутской литературой? Ну, я думаю, что об этом свидетельствует эта книга, ну, часть, как бы, той большой связи, которая существует. Дело в том, что, ну, когда говорят, что якутской литературе только 120 лет, ну, как бы да, официально, да, ей только 120 лет, потому что только в начале 20 века, в 1900 году, Экземпляр Алексей Кулаковский написал свое
первое посвящение Баянаю, и с этого времени идет отсчет такой письменной якутской литературы. Но дело в том, что была дописьменная якутская литература, и она была связана с народными песнями, древними тюркскими песнями. И сказать, что до начала 20 века якутский народ не умел петь, слагать стихи, воспевать своих возлюбленных, этого, наверное, нельзя сказать. Но когда началась развиваться письменная якутская литература, конечно же, наши первые писатели прежде всего брали пример с русской литературы. Вам, наверное, известно, что Алексей Алексеевич Кулаковский, обучаясь здесь в реальном училище, сохранилась эта его работа. Он написал реферат о достоинствах поэзии Александра Пушкина. То есть он уже его понимал, читал, боготворил и брал с него примеры. Потом был период, когда очень много русских писателей, произведений писателей, ну, вообще-то с идеологической такой подкладкой это дело было, но, тем не менее, очень много классиков русской литературы переводились на якутский язык. Вот мое поколение, вообще я до некоторого времени считала, что Горький – это якутский писатель, потому что я его читала по-якутски. И очень много было переводов. Поэтому, конечно, взаимосвязи русской и якутской литературы, они очень-очень крепкие. Они как бы подпитывают друг друга. И очень много писателей, которые выросли здесь, связаны здесь. Вы, наверное, слышали, что в Мирном работала очень яркое, талантливое литературное объединение Кимберлит, откуда вышли очень много известных поэтов российского уровня. И наши поэты, которые жили здесь, они очень много переводили якутских поэтов. Там такая все время шла двухсторонняя связь, которая очень накрепко сплотила литературные силы, и поэтому говорить об этих связях можно бесконечно. И вот в этой книге очень много примеров о том, как эти связи развивались, крепли, и где-то как-то они ослабевали и снова набирали силу. Я думаю, что это и сегодня продолжается, поскольку вот мы проводим Союз писателей Якутии, раз в 2 года мы проводим международный фестиваль поэзии «Благодать большого снега» называется. Это в октябре обычно, где-то мы приурачиваем к середине октября, чтобы выпал снег, и вместе с этим снегом, значит, мы проводим вот этот фестиваль. И туда 5 раз мы его провели. И, конечно, это очень трудная, сложная работа. Честно говоря, я каждый раз думаю, последний раз, наверное, я его проведу и не буду больше, поскольку изыскивать финансовые ресурсы для этого мероприятия достаточно сложно. Но, тем не менее, 5-й раз он прошел. Тут нас поддерживает университет и Министерство культуры. И приезжают туда поэты, кто только у нас не был, и из Лондона, из Польши, из Сербии, из Вьетнама, из Монголии, ну и не говоря о наших, там, Азербайджан, Казахстан, Татарстан, Бурятия, Санкт-Петербург, Москва. Они почти всегда уезжают, приобретя здесь каких-то друзей, которых они начинают переводить. И за это время у нас в Польше, в Варшаве вышла антология современной якутской поэзии. Издали, а они нас там издали. Также вышла вот совсем недавно, перед этой пандемией, антология современной якутской поэзии на татарском языке. И поэтому эта связь идет постоянно, и я думаю, что этот фестиваль, который был задуман именно для творческих связей, он очень много нам дал, и, надеюсь, он еще продолжится. Приходите на мероприятие этого фестиваля, он вот запланирован в 2021 году. Мы вас позовем обязательно. Мы нуждаемся всегда в публике и встречах. Мы бываем в школах, мы бываем
встречи. Давай вот девушки, что потом? Потом папа. Чередовать как валит. Здравствуйте, Наталья Ивановна. Меня зовут Якунина Диана. Меня интересует такой вопрос. С какими русскими писателями и поэтами вам довелось встретиться? В смысле вообще вот так? Лично? Да. Ну, если брать очень великих и известных всему миру, наверное, я ну, не на коротке, но была знакома с Евгением Евтушенко. Встречались мы с ними здесь, и в Москве, и вот ведь как бывает, ведь у якутов существует поверье, что человек перед уходом, ну, перед уходом в другой мир, у него появляется тяга посетить те места, где он раньше бывал. И в 2014 году, по-моему, это было, или в 2015, вот тут я запамятовала, его люди, его менеджеры стали выходить на нас и проситься сюда навстречу. И мы как-то немножко боялись, поскольку он очень именитый человек, и какие-то особые условия его пребывания здесь нужно было готовить и так далее, и так далее. Но тогда глава республики Егор Афанасьевич дал добро, и он приехал. Его здесь встречал его друг Георгий Балакшин, с которым они не один раз сплавлялись по разным нашим рекам, он геофизик. А Евгений Евтушенко уже был очень сильно болен, он был после операции по онкологии, и у него был протез на ноге. И вот он, даже не сойдя, а уже в кресле, на лифте, опустившись на землю, он сразу сказал: я поеду на кладбище, посещу своего друга Черных, его фамилия, имя я запамятовала, вот они с ним вместе тоже сплавлялись в свое время по реке, он тоже был геолог. И вот они с Балакшиным поехали на Маганское кладбище, положили туда цветы, потом вернулись, потом была встреча в психотеатре, в которой до того много народу набилось, что не все вошли. Потом мы с ним провели вместе 2 дня. И у него была какая-то ностальгия по тем временам, когда он был молод и посещал Якутск, и плавал по нашим рекам. И у него как-то вот очень четко какая-то прощальная нота в нем была, и немножко было как-то не по себе, когда он говорил про это. Но когда он вышел на сцену и начал читать стихи, это был совершенно другой человек. Не тот уставший Евтушенко, который сидел в инвалидном кресле, а вышел и начал читать эти свои алмазы и слезы и другие стихи. Это был совершенно другой человек. Вот мне довелось с ним общаться, говорить на некоторые темы. Он ведь, когда распался Союз в 1991 году, распались и союзы писателей, и он стал во главе одного из союзов. Не всем это было по нраву. Да вообще такой раздрай был. Короче, его изгнали из этого союза писателей, и даже сделали его чучело и сожгли. И после этого он эмигрировал, потому что, я его понимаю, потому что у него были еще и маленькие дети и так далее, и так далее. И тут на встрече с молодыми писателями нашими я не должна была идти на эту встречу с ним. Он говорит: а что, вы бросите меня на съедение этим молодым волкам? Нет, вы пойдете со мной. И силой меня заставил пойти на эту встречу. И там совершенно наивно, вот тоже как вы, один мальчик задал вопрос: вы видите параллели эмиграции послереволюционной, после 17 года, и эмиграции после 91 года? Он так разозлился, он так размахался своей палкой и сказал: я не эмигрант, я просто живу в Америке. И вот так он
даже слова ему не дал сказать. А вот вечером, когда мы разговаривали, он мне рассказал, что он очень боялся за своих детей, за свою семью, когда вот такая агрессия, значит, была проявлена по отношению к нему. Об этом немного есть в этой книге. Он там мне шутейный эпиграф написал. И он был очень доволен тем, что я специально подобрала такой букет из синих цветов, и там в театре ему вручила и сказала: я вам к вашим ногам кладу якутские туманы, туманы якутских рек. И вот он на эту тему импровизировал, он написал мне посвящение, что только поэт может подарить поэту туманы. Так что это была счастливая встреча, которую я очень хорошо помню. А так много было встреч, и много и друзей, писателей у меня есть. И с Распутиным мы были в одной поездке. И, ну, могу назвать еще где-то с десяток имен, но это все. Когда писатель с писателем общается, он не говорит о каких-то великих философских вещах, тоже о каких-то простых обыденных вещах, или о прочтенных книгах каких-то. Это как бы с первого раза и не поймешь, что останется потом в осадке. А потом проходит время, и ты понимаешь, что ты общался с великим человеком, талантливым человеком, который говорил какие-то истины, как всегда это бывает, после ты начинаешь это понимать. И я счастлива, что я писатель и что я имею возможность общаться с такими неординарными людьми. Здравствуйте, меня зовут Степан Афанасий, я ученик 11 класса 7 школы. Меня интересует одна вещь. Вы вот рассказывали вначале то, что учась в школе, уже знали точно, что будете близки с литературой. Вас что-то или кто-то подтолкнул к поэзии, или же вы вдохновились каким-нибудь поэтом? Ну, почитайте биографии писателей, и вы везде найдете, что они в большинстве случаев не любили точные науки. По математике у них всегда были, ну, скажем, тройки и не выше. У меня была та же история, и мне было очень в тягость все вот эти точные науки, особенно алгебра и геометрия, а почему-то по химии и физике я училась. Даже по химии пятерка была. Зачем мне эта пятерка? Она мне вообще в жизни не пригодилась. Наверное, зубрила я тогда. А то, что я думала, что я буду около литературы, близко к литературе, потому что вот я говорила, что у меня была замечательная учительница, которая привила любовь к литературе. И вот этот кто-то из великих сказал же, что поэзия — это стихи, сложенные в том порядке, в котором нужно их произносить. И вот я помню, что первое мое удивление от того, что стихи могут каким-то образом действовать на человека, наверное, где-то в 5 классе, вот учителя расскажут, ну пошел же ради Бога, небо, ельники, песок, невеселая дорога, эй, садись ко мне, дружок. И вот это стихотворение Некрасова, она читала с таким упоением, с таким восторгом, что вот это проникло мне в душу. И с тех пор уроки литературы и русского языка стали для меня годы, какие-то большие партийные конференции, там комсомольские конференции, передовиков. Нас приводили в русский театр, одевали в пионерскую форму и заставляли читать, ну, поздравления, стихи, да. И я очень не любила, потому что настолько это были шаблонные, глупые стихи, что я их совсем не хотела читать. И все время каким-нибудь образом я пыталась уйти от этого, и меня за это очень сильно ругали. Я тогда вот начала понимать, что есть стихи как бы для такого употребления, и есть поэзия другого рода для души. Вот где-то, наверное, в 6-7
классах я только это начала понимать. Потом учителя тоже помнят, наверное, те времена было модно задавать сочинения на тему русской живописи. Показывали картину, вешали картину, репродукцию и просили написать сочинение. Я вот там отрывалась на полную катушку. Я могла полтетради исписать и там, на эту тему. Помните, наверное, дети тащат вот кто-то из русских нет, реалистов, дети тащат бочку с водой зимой. Крест-накрест, девчонки, платок завязанный, изможденный. Вот на эту тему я написала где-то 4 страницы сочинения, сама чуть не ревела над этим. И Елена Петровна мне сказала: ты пиши покороче, то ты пишешь слишком длинно и теряешь нить этого. Ну вот, видимо, с этого времени и началась какой-то интерес к творчеству. И сейчас таких сочинений, я смотрю, не задают. Здравствуйте, меня зовут Голубов Кристиан. У меня вопрос: какие темы для вас ближе всего? Темы-то они идут из жизни. Если я в молодости, наверное, много писала стихов о любви, о человеческих взаимоотношениях, а сейчас, может быть, больше о судьбе народа, о каких-то общечеловеческих ценностях. И, честно говоря, никогда поэт не может для себя определить основные темы. Это как оттуда ляжет, так и напишешь. Но дело в том, что вот когда мне присвоили звание народного поэта Якутии, это был какой-то очень тяжелый рубеж. Это легло таким грузом на мои плечи, что я брала ручку и не могла написать дальше стихов. Только начну и думаю: ой, прочитают и скажут, тоже мне народный поэт написала. Это для меня было настолько тяжким грузом, что я еле-еле перешагнула это. Поэтому, конечно, лучше, чтобы ничего над тобой не висело, а писалось так, как пишется. А темы, они всегда приходят поэту, которые злободневны, которые нужны, которые сегодня, может, кто-то нуждается в этих строках. И вот недавно я не взяла с собой это стихотворение, вот даже, к примеру, летом нынче живу на даче с внуками, и один из них совершенно русскоязычный, но там родился в Москве и так далее, и прочее. В общем, так получилось. Но другой чуть-чуть понимает по-якутски. Я их пытаюсь учить говорить на якутском языке. Но не очень здорово получается. И я написала стихи о том, что, может быть, язык, конечно, важен, он очень нужен, без языка нет народа, но в человека ведь можно вдохнуть, опять же, душу народа, его верование, его отношение к жизни, его понимание жизни, отношение к природе. Тогда он все равно не потеряет свою идентичность и свой народ. Вот об этом небольшое стихотворение было написано. И, так что все стихи идут из жизни. Великая Ахматова говорила, что если бы знали вы, из какого ссора растут стихи, не ведая стыда. Так что из чего угодно можно написать стихи. У вас есть вопросы еще? Можно я задам? Я вот стихотворством тоже занимался, графовалством. А вот мне вот вообще интересно узнать, а когда проще писать было стихи, или легче? Когда совсем молодые были? Или уже когда мудрёный опыт? Нет, наверное, не легче ни тогда, ни сейчас, потому что
когда только начинал писать стихи, то думал, там несколько градаций, во всяком случае для меня было. Я в старших классах школы, между прочим, писала на русском языке. И скрывала это как что-то подстыдное, никому не показывала и так далее, и так далее. А потом, когда я закончила школу и уже училась, то я уже начала писать стихи на якутском, потому что это все равно было свое родное. Там читали друзья, близкие, где-то я могла прочитать, это был второй этап. А потом мне этого стало мало, и я захотела, чтобы эти стихи были опубликованы. И мне казалось, я пишу неплохие стихи. И я их послала в газету. И мне пришел такой трафаретный ответ, что ваши стихи поражены пессимизмом и так далее, поработайте над ними, почитайте классику, ну, пока мы их не публикуем. Я немного такой человек, которому говорят, если говорят «нет», то я обязательно сделаю, докажу, что я могу. И я пришла на литературное объединение газеты «Эдер Коммунист», тогда «Комсомольская газета», пришла туда со своими стихами, и меня там обсуждение было, в общем-то, достаточно лояльно отнеслись. А потом я стала постоянно ходить на заседания этого литературного объединения. Ой, какие там бои были, как они там нещадно друг друга критиковали, даже могли глаз друг друга ударить там из-за стихов. Ну, вот такая вот была поэтическая школа, благодаря которой, наверное, я тоже что-то заимела. И поэтому никогда не было нелегко писать стихи, ни сегодня. И вообще, когда я показывала свои стихи, тогда я думала, вот мне скажут, вот вы талантливы, вы можете писать стихи, я начну писать там. Но я до сегодняшнего дня не уверена, что я завтра напишу еще одно хорошее стихотворение. Творчество в том и заключается, что оно постоянно висит где-то там на волоске, и неизвестно, получится ли, не получится, случится ли, не случится. Поэтому писатели все суеверны, они никогда не раскрывают своих планов. У меня поздно. Не, надо, чтобы вы Расскажите. Федор Бузинаев, главный инженер музея России «Моя история». У меня как бы вопрос как отца, у меня двое детей, но уже взрослых. Вы сказали, вы бабушка, воспитываете внуков. Как вот детей в нынешние цифровые технологии приучить к литературе, а в данном случае к поэзии? Потому что к литературе еще как-то можно, а вот к поэзии, вот, что, потому что много стихов проходит мимо них, когда они могли бы читать, время идет такое, они могут их читать, они могут позволить потратить время на чтение, а они тратят на игры, телефоны, какие-то непонятные вещи, пустое, так сказать, с моей точки зрения, время провождения. Ну, это наша общая беда, наверное. Но дело в том, что настоящая литература, она все-таки имеет способность притягивать к себе. И наша задача родителей, бабушек и дедушек, видимо, заключается в том, чтобы вовремя подсунуть им то, что как бы их заинтересовало. Я вообще была против этих комиксов, да, дурацких, как мне кажется, да, это вообще там, черт знает что, типа. А вот с комиксов некоторые притягиваются к чтению. И, может быть, кощунственная мысль, что, может быть, классику где-то переложить на комиксы, чтобы у них появился интерес и так далее. А вообще проблема чтения, она, конечно, этим, конечно, родителям надо, и в школе это тоже нужно. Ну вот в школе задают огромный список внеклассного чтения, да, но я не уверена, что за лето ученики не то что начальной школы, но и старших классов хотя бы половину этого списка прочитают. Они, скорее всего, зайдут в Google и посмотрят краткое содержание «Войны и мира», чем будут читать эту «Войну и мир». И поэтому со всяких сторон с использованием той же
цифровых технологий, то есть заставлять их смотреть фильмы экранизации «Войну и мира» Бондарчука и американский «Войну и мир», чтобы человек сравнил и захотел что-то сверить настоящим Толстому, ту же Анну Каренину и так далее. Ну вот так, наверное, но, к сожалению, школа этим не занимается, а родителям не всегда есть время этим заниматься. Поэтому я пытаюсь, конечно, там со своими внуками как-то привить им интерес и любовь к поэзии, и к литературе, и жутко нервничаю, когда они там что-то не в попад делают, но все равно делают не в попад. И мой внук, когда еще учился в первом классе, он написал, ну, когда заканчивал первый класс, он написал там про бабушку, просили написать, он написал: моя бабушка очень добрая, она немножко знаменита, она писатель, и некоторые читают ее книги. И это была совершенно справедливая оценка. Во-первых, немножко он увлекается футболом, и не Рональдо, чтобы быть всемирно известным, и некоторые читают ее книги. Вот именно беда-то в том, что только некоторые читают эти книги. И он очень правильно это подметил. Ну, проблема чтения – это большая проблема, и, конечно, в семье прежде всего нужно как-то это наладить, но это трудно дается. А с другой стороны, вот уже взрослые почти вот сидят дети, они закончат школу, станут студентами. Я веду факультатив среди литературных работников, студентов. Я ужасаюсь тому, что они не знают древнегреческих мифов. Когда их спросишь, кто такой Геракл или кто такая Медея, они этого не знают. А про библейские сюжеты и говорить нечего. И эти люди собираются быть писателями. Это, конечно, печально. Я даже не поленилась, пошла, купила прямо вот Дедгизом выпущенную когда-то эти древнегреческие мифы и раздала им, чтобы они читали. Поэтому вот эти классические вещи, которые каждый образованный человек должен знать, они должны быть заложены в вашем компьютере, пока ваши файлы там чистые. Не забивайте всякими там дамскими романами, детективами, фэнтези свои чистые, хорошие файлы. Забивайте туда классику. И тогда вам будет и проще, и легче жить, потому что в классике всегда есть ответы на жизненные вопросы. Всегда есть что соотнести с чем. И сейчас вот вопрос больше стоит о том, что читать, а не как читать. Вот особенно вот среди молодежи. Поэтому много можно говорить о чтении, это большая проблема. Мы были самой читающей страной, но, по-моему, сейчас мы в это число особо не входим. Дмитрий Иванович, будьте добры, это директор этого музея, парка, Дмитрий Иванович Соловьев. Добрый день. Я сегодня вот специально пришел для того, чтобы встретиться с Натальей Ивановной, с Александром Григорьевичем, потому что вот я понимаю, насколько это ценно, вот эти минуты общения с такими людьми. Вот сам Александр Григорьевич очень глубокий человек, который проводит такие содержательные мероприятия. Ну, Наталья Ивановна — это вообще кладезь. Вот, поэтому это человек, который зажигает своим творчеством. И вот очень важно, что вот, благодаря этому гранту, благодаря идее Александра Григорьевича русской общины, сегодня вот собралась здесь такая яркая молодежь, потому что я смотрю сзади, и действительно очень заинтересованные вопросы. Никто не сидит в телефонах, гаджетах, да, вот, чем-то не занимается. Все очень внимательно слушают, внимают, вот, потому что вот те строки, литература — это часть нашего общероссийской культуры, и мы, конечно, должны вот воспитываться на нашей культуре, в том числе на нашей литературе, на нашей поэзии. И вот каждый такой момент встречи с молодежью, он
вот зажигает, я думаю, искру в каждом, вот, заставляет задуматься о каких-то глубоких вещах, ценностях. И вот это действительно, я уверен, поможет каждому и погрузиться в литературу, заинтересоваться литературой и поможет в жизни. Потому что, будучи эрудированным человеком, начитанным человеком, очень многое потом в жизни спорится. Поэтому я очень благодарен Александру Григорьевичу, Наталье Ивановне, что вы сегодня пришли в исторический парк, а не куда-нибудь к нам. Поэтому хотелось бы, чтобы исторический парк, и не только для нашей молодежи, они сюда ходят, вот, для таких людей, как Наталья Ивановна, для наших людей искусства, культуры, был своим домом, чтобы вы проводили здесь свои мероприятия, мы всегда рады. Я думаю, что вы знаете, поэтому я бы хотел пожелать вам больших творческих успехов. И вам, Александр Григорьевич, тоже больших успехов в вашей деятельности. Спасибо вам огромное. Спасибо большое. А я хочу Дмитрию Ивановичу вручить эту книгу. Здесь есть ну, где-то абзац, наверное, про вашего деда. Сделать небольшие презенты, Наталья Ивановна, вам, нашего учредителя, и вам, Александр Ильич. Я вот сейчас эту книгу, это книга, которую вот мы занимаемся издательской деятельностью. Да? Книга «Куррикулум вита» — это, по сути, жизнеописание значит, Ираиды Самоновны Клеориной, женщины очень сложной судьбы, дважды репрессированной, да? Тем не менее, которая вот родилась в Якутии, в селе Кресхаджаль, в семье практического ссыльного, и потом многие годы своей сознательной, значит, жизни, деятельности посвятила восстановлению вот имен наших выдающихся представителей нашей интеллигенции. Это Василий Васильевич Никифоров, Кюльмнюр, это значит, Прокопий Несторович Сокольников, это первый доктор, первый врач из народа Саха, а также Георгий Николай Георгиевич Урсик, значит, который был первым ученым из народа Саха. Так что это очень интересные книги, я с удовольствием вам презентую. Спасибо большое. Сейчас мы будем раздавать свободу. А мы вам потом бы еще отдельно дали слово, да? Ну что, ждать или еще вручать будем? Есть вопросы, Алина? Вопросы есть еще? Пожалуйста. Да. Как я уже говорила, я устроила Алина, и я внучка композитора устроила его Ильича. И он просил вам передать пару дисков. И у него есть несколько песен, которые он сочинил на ваши стихи. А на этом диске есть? Есть, да, написано. Вот. Ну, классно. Вот. На этом диске. Хорошо. Спасибо большое. Алина, там свой. Алина, отдельно тогда мне диск надо. Нет, если вы сказали вам, а что я подойду фото? Хорошо? Постой еще. Спасибо. Мне бы вот сейчас как раз вот хотелось бы поблагодарить и вручить и Наталью Ивановну тоже, да, как классному руководителю нашему, Людмиле Чемизовой. Книжку первого класса.
Ребята, мы пришли сегодня на очень хорошую встречу с известным народным поэтом Натальей Ивановной Харламьевой. Ну, если честно сказать, вы, возможно, ее не знали. Скажите правду. Не знали же, да? Не знали. Ну, может, кто-нибудь читал когда-нибудь стихи. Так, встреча понравилась? Да. Очень понравилась. И вот думаю, почему уже закончилось, что ли? Думаю, да? Хочется еще сидеть и послушать, поговорить. Так, да? Так же? Это у меня гуманитарный класс. Мы с ними учимся 2-й год. Они заинтересованы как бы в литературе. Я как учитель русского языка и литературы работаю в 7-й школе 24-й год. Ну и как любой учитель литературы стараюсь прививать любовь к литературе, писателям, поэтам. И русским, и якутским. Ну, преимущественно как учитель русского языка, русской литературе. Так? Так. Но я не ограничиваюсь уроками своими. Я их везу по местам, где жили и творили наши великие писатели и поэты. Мы несколько раз были в Москве, но не с этим классом, с другими детьми. Мы были в Санкт-Петербурге. Я показала им музеи Пушкина, Гоголя, Чехова, Горького, Булгакова, Державина. Мы были даже в Тульскую область ездили. Мы смотрели усадьбу великого писателя Льва Николаевича Толстого. Это дети мои, которых я с 5 по 9 учила, да? Вот с ними я ездила очень много, каждый год. И вот я считаю, что это самые счастливые дети. Самые счастливые. Но кто им когда покажет эту усадьбу, Ясную Поляну, Тульской области? Кто покажет им эти музеи великих писателей, поэтов? Я вам в прошлом году шанс давала. Я сама лично 3 раза была по пушкинским местам в Псковской области. Прошлой осенью я ездила в Пушкиногорье. Это места, замечательные места, Тригорская, Михайловская, Петровская. Я туда, опять же, не с этим классом ездила, других детей взяла, потому что желающих из этого класса, к сожалению, не было. И я вновь и вновь хочу вернуться туда, как Евтушенко. Несколько раз у нас побывала. Я не люблю сидеть в кабинете и просто читать. Да? Я хочу им показать те места, где они жили. Мы долго стояли на могиле Толстого. Мы даже там минуту молчания провели. Дети были очень довольны. Если сейчас они не понимают, спустя 20 лет они поймут, что это было, где они были. И они вспомнят меня, я так думаю. Читайте, я всегда вам говорю, читайте и читайте. Не все читают, я знаю, но надо читать, любить поэзию. Жизнь – это не поле чистое, которое просто так перейти. Сложностей будет очень много. И кто спасет, и что спасет вас? Вас спасет литература. Вы в любую минуту радости и горя можете обратиться к сборникам любимых поэтов. Они вас поддержат. Вы даже вот сидите, смеетесь, но они поддержат трудные минуты и радостные. Это я знаю, по себе знаю. Вы вдумчиво читаете, не просто так. За каждой строкой что-то очень важное прячется. Просто так читать, потому что учитель заставляет, нельзя. От души надо читать. У вас все книги должны быть дома, личной библиотеки, русских писателей, поэтов, якутских писателей. Мы должны быть сегодня благодарны, что Александр Григорьевич нас сюда пригласил. Он мог бы пригласить других, но выбор пал на нас. Отличная встреча. Я благодарю еще раз. Мы дальше будем, думаю, сотрудничать. Подросток проводит очень хорошие мероприятия, да? Конкурсы, интернет-конкурсы. Многие же участвовали. Уже не подросток. Ну вот, все равно поэтический календарь. Участвовали же вы. Вот, видите, да? Вот потому нас и пригласили сюда на такую хорошую встречу. Еще раз я вам очень благодарна, Наталье Ивановне и Александру Григорьевичу. Побольше таких мероприятий.
Вот эту замечательную книгу все будем читать от корки до корки. Все, да? Нет, тут единственное, сейчас, наверное, надо тогда уже... Сейчас будем раздавать. Я хотел бы все-таки, наверное, здесь он делает подарок небольшой. У нас 3 октября будет 125 лет Сергею Александровичу Есенину. Вот эту книжку мы вам хотим подарить из другого нашего проекта, который называется «Русский поэтический календарь». Кроме этого, тарелочку с вашим изображением, тарелочку, то, что нам, наверное, с вами удастся сделать мемориальную доску, посвященную Иосифу Бродскому, разместить на здании, и 3-ю тарелочку оставить их вместе. Это вот Евтушенко. Вот это наш подарок. А я хочу Александру Григорьевичу тоже подарить книгу вот, про Семена Данилова из серии «Жизел». И вот небольшая книга «Друзей моих прекрасные черты». Это про сегодняшних моих друзей. И тоже много интересного. Тут даже одни заголовки, по-моему, интересные. «Сапоги для пана Навродского». Это мой друг, поэт из Польши, который тут искал сапоги, чуть меня с ума не свел. Мы все магазины объехали, но не нашли. Потом, правда, я нашла эти сапоги. Но это интересная книга про сегодняшних писателей. Я ее с удовольствием дарю Александру Григорьевичу. Сейчас фотографируемся вместе с этим. Девочки, тоже фотографируйте. Кто там близко сидит? Девочки. Ну вот, все, давай. Теперь вы вот так вот будете подходить, а мы вам будем вручать с Натальей Ивановной. Наталья Ивановна будет свою книжку с автографом, а я сертификат со своим автографом. Он, может быть, вам и не нужен, но я тоже хочу присоединиться. И ребята, которые задавали вопросы, мы решили с Натальей Ивановной дарить вам тарелочку. Те, кто задавал. Ну все, подходим, давай по очереди. Кто задавал вопрос? Кто задавал? Вот я тоже задавала. Вот. Идите, пока будет сейчас. Вот все будете получать и не уходите, мы все вместе потом сфотографируемся. И тебе спасибо.